Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Гости нашей сегодняшней программы не нуждаются в помпезных представлениях. Ее прекрасно знают те, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции. Да и сама наша гостья отправилась туда еще весной 23 года, а затем стала работать волонтером в одном из опорных пунктов республики. Она многодетная мама, и двое ее сыновей участвуют в спецоперации. Один профессиональный десантник, награжденный орденом мужества, служит по контракту, второго мобилизовали. Впервые идею отправиться на СВО якутянка озвучила президенту России Владимиру Путину. Это случилось в ноябре 22 года, когда глава государства встречался с матерями, находящихся на линии соприкосновения бойцов. О том, где она оказывает помощь фронту, встречается с бойцами, о чем просила президента нашей страны, сегодня поговорим с Мариной Бахилиной. Марина Константиновна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы являетесь примером самоотверженности, героизма для всех жителей республики, а вашей многолетней гуманитарной и волонтерской деятельности, помощи нашим бойцам сегодня знает каждый. Все-таки скажите, пожалуйста, когда и почему вы решили заняться помощью фронту непосредственной, личной? Как говорится, когда были на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, у меня как раз в это время уже сын уже был тяжело раненый, средний. И когда вот я пришла в госпиталь, увидела, что ребята подавленные, раненые, я думала, буду озвучивать, чтобы сразу же нашим бойцам была оказана помощь психологическая, да? И тут, когда вот мы ждали встречу с президентом, как раз старший сын позвонил. Я спросила, говорю, как дела, как служба, да? Он говорит, мама, говорит, если я умру, то умру, говорит, скорее всего, от язвы. Питание, говорит, плохое, говорит, едим там раз в сутки, а то бывает и вообще голодные. Тем более, когда на боевом задании там не поготовишь. И тут я решилась это и сказала, говорю, если Минобороны не может прокормить наших солдат, то давайте, я пойду. Я говорю, как готовить пищу для бойцов. Я говорю, тем более с автоматом я хорошо знакома. На что Владимир Владимирович сказал, говорит, что не переживайте, он говорит, есть кому там накормить. Одним словом, утряс он. Потом где-то через часов, наверное, 15, позвонил полковник и сказал, что вопрос решен с питанием. И после встречи с Владимиром Владимировичем Путиным... То есть вначале были проблемы, да, с питанием, сейчас уже... Да, урегулировали вопрос. Да. Первое время было... Плохое питание. Плохо было. Я понимаю, что эти пайки-то там, они калорийные, потому что я сама в призывном пункте подрабатывала полгода, да. И одно и то же кушать, это, конечно, через неделю там уже эта пища уже надоедает. И когда я прилетела в Якутск, я озвучила нашему главе республики Айсену Сергеевичу, также Волковой Елене Александровне, министру Минтруда, также Авдонину и военкомата. И они мою просьбу фактически удовлетворили. Андрей Сандаминович как раз прилетел с Москвы в Якутск. Это постоянный представитель нашей республики. Я с ним переговорила, и все, он дал добро. И так я уже через неделю будет как 2 года я нахожусь в ДНР, в ЛНР тоже, да, в Херсонской была. И так первое время я была 10 месяцев там. То есть первый раз поехали сразу на 10 месяцев? На 10 месяцев, да. Я бы так бы и осталась бы, да. Но тут отозвали из-за того, что меня сделали доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Так бы я, как сказала, хотела, пока не закончится война, там и остаться. К тому времени у меня там 2 служили. И младший пошел в том году по контракту. Потому что, может быть, стало неудобно то, что братья там, мама там, а он тут, да. Тоже уже год как служит. То есть 3 сейчас? Все 3 сыновья у меня там, находятся, служат, как говорится. Так и первые 10,5 месяцев я это, конечно, готовила.
солдаты приезжали, кто на побывку, кто с отпуска, кто в отпуск. Наши опорники, их это потом развозили по воинским частям. Солдат, да. Ну, а потом надоело около кухни стоять все время. Начала проситься с опорниками, чтобы и я тоже ездила. Ну, не часто, но ездила. Но вот самый такой волнительный момент. Среднего я так и не увидела ни разу за 2 года. Вот. А со старшим меня это Николай Борисов, военный корреспондент, они мне сделали подарок. Это было 22 декабря. Как раз сыну исполнилось, так, уже 2 года война, да? 38 лет как раз исполнилось сыну 13 декабря. И, значит, мы приехали в Кременную. Там как раз вот наш глава республики отправлял посылки, такие поздравительные, да, наборы. И вот мы как раз вот их развозили по частям. И вот заехали в артиллерию. И там я вот своего сына увидела. Это просто они мне сделали подарок. Сюрприз. Да, ага, вот это была, конечно, радость, да. То, что я своего сына столько лет не видела, да. Похудел, конечно, да, но стал... Я вот посмотрела за ним, да, понаблюдала. Там недолго было, нам всего дали 20 минут, потому что артиллерия там близко, это слышно были эти разрывы снарядов. И я вот посмотрела за сыном, да, он стал как-то более собранней, более мужественней. Все-таки армия делает, как говорится, мужественных, как говорится, людей. Вот. Ну и потом прилетела в Якутск, и вот мне потом это озвучили, что я стала доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. А как вы вообще изначально вот попали на встречу к президенту? А до сих пор секрет. То есть никто не знает, кто меня это внес в список. И вы сами не знаете? И я сама это до сих пор не знаю. Потому что так вот как-то слышала я, да, краем уха, да, как вообще она попала к Владимиру Владимировичу Путину. Ну, вот это, конечно, был анекдот, как я собиралась к Владимиру Владимировичу, как меня собирали. Мне задали вопрос, в чем вы поедете? Да, я такая, знаете, до меня не дошло, что я еду к президенту. Ну, трудно такое. Да, а я говорю, как в чем? Я говорю, в джинсах и в джемпере. Да вы что, вы же летите же к президенту, к первому лицу. Говорит. Официальная встреча. Я говорю, только у меня, нету костюмов. Я говорю, одеваю то, что я чувствую себя непринужденно, свободно. В чем да, комфортно. Да, и комфортно чувствую. Ну вот, а потом вспомнила, что мы с невесткой, со средней, да, ходили в магазин, и я купила костюм. И он у меня 2 года так в пакете пролежал. Понимаете, в чем дело? И с бирками, все, да, я говорю, ой, да у меня же костюм-то есть в клеточку. Ну и все, и тут началось, мол, типа, вот одень, эту рубашку не надо, это не надо. Ну, так вот по видеосвязи, то, что у меня было, собрались. Вот. Ну и вот прилетела в Москву, там, конечно, хорошо встретили сразу же в гостиницу привезли. Вот так произошло. Ну вот, получается, вы, значит, сразу поехали, 10 месяцев там провели, потом вернулись, отозвали вас, да? Потом опять поехали. Сколько вы вообще в общей сложности вот там провели? Сколько раз ездили? Так, так если взять 3, 2, 5, 1,5 года чистого вот так. 1,5 года чистого Да, времени. и вот сейчас 10 марта я улетаю обратно на СВО. Билеты уже в кармане, протокол подписан. Ага. И тоже будете готовить? Чем вы там занимаетесь? Что вы будете делать? Буду готовить и также буду с ребятами развозить гуманитарную посылки. В госпитале тоже там много солдат наших лежат. Вот. И им тоже наборы надо. Кому-то там, это так сейчас называют, у нас рыльно-мыльный набор, да? Вот. Кому-то там сигареты привезти. Потому что в госпиталях-то не отпускают. Вы ведь профессиональный повар, пищевой технолог. Да, технолог общественного питания я. Ага. 6-й разряд повар. 6-й разряд. Универсал. Причем вы эту профессию получили уже в сознательном возрасте в Якутске. Расскажите, как вас сын сподвиг. Ну, тут вышло так, что, значит, я устроилась сперва посудницей, а в это время у меня сын в пекарне работал. И, как говорится, параллельно закончил 3-месячные курсы повара.
И вот он один раз мне сказал, говорит, ну, что-то мы там стали, это как его, с ним, он со мной стал перепираться там по теме еды. И он говорит, я, говорит, повар, говорит, а не ты. Типа, я лучше тебя знаю. Ну, я так про себя, ах ты, думаю, паршивец. Ну и все, и пошла, это как его, в колледж поступила, закончила, получила образование технолог общественного питания. Ну вот сын меня, как говорится, сподвиг, как говорится. Мгм. Вот, но изначально же вы работали в авиации, Да, в авиации. так и в Якутию попали, я так понимаю. Ну в Якутию попала подальше, чтобы от родителей. Когда закончила, попросила, когда было направление, я попросила, говорю, подальше. Ну вот мне предложили вот два варианта, да. Был это Якутск и был это Медвежьи острова. Вот. Представляете? Да? Решили не настолько дальше, Да, я думаю, нет, туда я не пойду, не полечу, да, а вот в Якутск с удовольствием. И вот когда я прилетела в Якутск, я... Это после окончания авиационного? Да, ага, и там, значит, дождь был, здание такое старенькое, аэропорт. Это 82-й год? Да, 82-й год, ага. И что-то так посмотрела, уныло, одни деревяшки стоят. Потом стояла так это, ну, в курсантской этой форме, да. Думаю, где этот Маган, как его найти там. В аэропорт Маган вас Да, распределили? ага. Вот потом поспрашивала, мне сказали на 102 или на такси там 3,50, да, 3,56 стоит. И там, вот, знаете, вот все-таки у нас добрый народ в Якутске. Там один сжалился, наверное, может быть, я стояла под дождем, как вам сказать, пришибленная. Он говорит, вам куда? Я говорю, в Маган по направлению, говорит, ну, типа, этот, Маганский авиапорт. И он такой говорит, подождите минутку, говорит, сейчас насобираю пассажиров и поедем. И вот он молодец такой, да, значит, мы приехали в Маган, я там не знаю, где там штаб, ну, порт-то я увидела, деревянный такой, знаете. И это, значит, он мне показал, где этот штаб, куда зайти. Вот знаете, вот, ну, мужчина уже такой в годах, якутской национальности. Но факт то, что он не бросил меня, как говорится, в беде, да. И это все, там написала заявление, потом он меня проводил в эту, как его, там была ИТР у нас, то есть она и стоит. И комендант меня оформила, как молодому специалисту выделили комнатку. Сколько вам лет тогда было? 18. 18 лет? Да, Тут прям 18. совсем юная девчонка приехала. Да, ага, хотя я бы не сказала, что я такая там, ну, пришибленная, но тут как-то, знаете, народ другой, это, как его, разрез глаз у людей другой. Ну, вот, Ну, непривычно просто, было. Да, непривычно было, ага. На якутском языке разговаривают, которого я не знаю. Да, вот эти, одно единственное, теперь жалею, что я не выучила якутский язык. Но один из сыновей же у вас прекрасно разговаривает Да, вот по-якутски. один из сыновей, ага, он хорошо это разговаривает, это как его... Вы его отдали в якутский В садик. якутский садик, да, потому что в нашем русском садике не было мест. А потом, когда появилось место, я думаю, что его туда-сюда, он уже привык к своей группе, так и он остался. Он национальными видами спорта якутскими. Да, и вот то, что удивительно, да, он хапсагай умеет, это, тогда это называлось мастарды, занимал всегда эти призовые места. Вот, потом это ходил в училище олимпийских резервов, дзюдо, борьбой занимался. Ну, вот такие вот виды якутские. Ну, вот он пошел, он же как посмотрел фильм про десантников, голубые береты, и он сказал, говорит, я, говорит, буду десантником. Ну, вот его желание сбылось. Вот он теперь это как его кадровый, военный, ВДВ служит. Но он уже пошел в армию, то есть не только он, все дети пошли в армию, конечно, подготовленные. Они могли приготовить, покушать, и постирать, и уже разряды у них были спортивные. И физически они накачанные были. Так что они оба попали, как говорится, на 2 года. Это младшему посчастливилось год отслужить. Но факт то, что никогда не ныли. Мол, типа тяжело, туда-сё. Тоже в этих экстремальных ситуациях тоже выходили победителями. Но вы ведь и сами спортом занимались всегда. У вас и по лыжам мастер спорта, да, если я не ошибаюсь, и по стрельбе разряд. Причем такие виды спорта-то серьезные. Как вы занялись вот стрельбой? Ну, в Риге, да, очень много было. Ну, развито был спорт в Риге. Вот что, развитый был спорт. И вот я, знаете, многими видами занималась. И картингом, и на велоспортом, и волейбол, баскетбол.
Вот и в 14 лет я только нашла это признание в лыжах. Мне нравилось это, особенно дальние дистанции. Вот у меня выносливость очень хорошая была. Я могла и 20 километров спокойно бежать, как говорят. Ну, на короткие дистанции я плохо бегала на 3 километра, а вот 5-10 это То есть марафонец, не марафон, спринтер. да, это мое. Ну и также детям я вот, что удивительно, прививала любовь к лыжам, так и не привила. Вот ходили вот каждую неделю, вот, как говорится, катались, до Чучурмурана доезжали с Магана. Ой, доезжали, ну... Доходили на лыжах. Да. Ага. Но не привила я им любовь. Вот, все у них больше было. Старший в боксе вечно. Рано пошел с 1 класса в бокс. У него тренер был Валь Михаил Михайлович, по-моему. Или Валентин Валентинович. Ну вот, он до сих пор преподает бокс. Сколько он, 7 лет отходил в бокс, а младший вот начал заниматься вот этим именно мастарды, перетягивание палки, вот ему нравилось. А вот к сыновьям, если вернуться, они же у вас скромные, и о награждении одного из ваших сыновей Ордена Мужества мы вообще узнали по телевизору. Так я сама, он даже мне не сказал, что вот он награжден. Я просто, знаете, вот лежу, смотрю телевизор, как говорится, программа «Время», да? И тут смотрю, это там, значит, это награждают. Смотрю, мой сын, да, думаю, не может быть этого, да? За взятие аэропорта Антоновка. А потом вот утром встала, в YouTube залезла и смотрю, точно, это мой сын. А как он вам ничего не сказал-то? Он вообще, как можно сказать, он в ВДВ служит, но там другая структура, понимаете, в чем дело? И как он говорит, меньше знаешь, крепче спишь. Я даже сама не знала, что он в такой структуре работает. Узнала только тогда, когда он был тяжело ранен. Тогда только в военкомате мне сказали, кем он на самом деле служит там. Он и в Сирии был 3 раза. Вот. Но у вас ведь и отец был военный, да? То есть у вас профессия, Ну да, у нас сказать, как династия идет, да. Ага. Дед был стрелком на истребителе. Отец вот на подводной лодке. У мамы мирная профессия была, лечить людей. И я выбрала. Ну вот вы жили в Риге, да, детство провели в Риге, в Латвии, и вы упомянули вот перед записью о том, что мама у вас была узницей концлагеря. Ну да, их там везли в санатории, они должны были, да, ну попали там, бомбежка была, ну и попали в плен. И пару месяцев, 8 месяцев она была в концлагере в Саласпилсе. Там вот с них кровь брали, а потом уже кто не мог сдавать кровь, уже вводили какую-нибудь инфекцию. Ну, подопытные типа, как кролики. Ну так она потом, когда освободили Саласпилс, она и осталась в Риге. Там и сестра ее средняя, и брат после войны. Вот, ну это. Ну, получается, там она уже с вашим отцом познакомилась. Да, там она познакомилась и вышла замуж, как говорится. А вы, получается, с мужем познакомились здесь, сыновья у вас уже якутяне? Ну, мы с мужем познакомились, это вообще был анекдот. Значит, перевела я пассажиров на Ан-2, да, и там вышла такая ситуация, что, ну, сейчас уже можно сказать, как вам сказать, летел солдатик на похороны мамы в мае. Вот, я спросила пассажиров, я говорю, ну, чтобы, как говорится, кто-нибудь отказался, я говорю, ну, следующим рейсом полетите. Я говорю, парня мама умерла, да, говорит, сказали, до 2 будем, ждать, а потом уже хоронить. Ну, и пассажиры там много очень с детьми были, конечно, отказались. Ну, я подошла к командиру, да, я говорю, можно, говорю, возьмите, говорю, типа, по тоннажу проходит, кресло там, 12 же вам, 12, не кресла, вот эти приставные, да. Я говорю, пододвинули бы, да, это. Ну, и тут так вышло, что командир говорит, у меня, говорит, второй пилот, говорит, буквоед. То есть не возьмет. Но я взяла этого парня, да, в хвост посадила. Я говорю, когда взлетите, говорю, вылезешь оттуда. На свой страх и риск. Да, ага. И, значит, он прилетает и влетает в диспетчерскую, с такими руганью, да. Меня могут лишить, это как его, прав летных и тому подобное. Ну, так познакомились. И через 3 месяца сыграли свадьбу.
Ой, если вот вернуться вообще вот к патриотизму, да, вот как, по-вашему, три основных понятия, на которых строится патриотизм, по вашему мнению? Ой, ну, патриотизм – это, знаете, понятие растяжимое, как говорится. Вот как я воспитывалась, да, для меня было это, первое, это было уважение к старшим поколению, как говорится. Вот именно уважение, да. Не мусорить, это, уступать пожилым место. Если даже надо, то и сумку донести, помочь, да. Лес, это, природу свою оберегать. Ну и всегда я вот была лидером в школе по спорту, да. Даже в 6 классе меня выбрали физорг школы. Хотя для возраста это было еще рановато. Но вот все время в школу защищала, я всегда занимали хорошие места. Ну, вот для меня патриотизм – это вот вера и правда служить Родине, как говорится. Если вот так, чтобы случилось, я бы, конечно, бы… Ну, вот возраст у меня уже, конечно, большой. Я бы с удовольствием, вот, честно говорю, взяла бы автомат и пошла бы воевать. Тем более вы автомат умеете. Да, автомат я хорошо и собирать. разбираюсь, собираюсь, стреляю с него хорошо очень. Вот, и винтовка у меня есть, тозовка. Так что, говорю, до сих пор выйдешь во двор, и это пневматическое ружье есть. И во время наводнения в Ленске вы ведь тоже Да, я помогали, поварила. Да, расскажите. 2001 год, по-моему. Да, 2001, ага. Было наводнение в Ленске, и Вы вызвались. как раз это набирался студенческий отряд. Это по телевизору был этот, по титру показывали, что требуются работники, повара. И вот мы со старшим сыном поехали, пришли на Кулаковского, по-моему, да, в университет. Ага, там как раз вот шел набор. И вот сегодня мы записались, и на завтра мы на этих метеорах поплыли, как говорится, в Ленск. С сыном, со старшим. Там я поварила, там нас 600 человек было. Там, ну, строительные бригады, там, строить дома, там, разбирать дома. Лешка был стропальщиком, сын, а я поваром. Там жили, ну, как военные, как говорится, сделали городочек маленький, да, там, сколько там, 50 этих палаток стояли на стадионе. Местная милиция охраняла наш объект. Ну и вот в сентябре это мы вернулись обратно. Там как раз вот Шойгу прилетал на 3 дня, да? Вот, потом Акимов приезжал несколько раз. Председатель чего-то вот был, уже не помню. Ну, помощь была очень хорошая, существенная, конечно. Ленску помогли хорошо очень. Но вот это ведь тоже патриотизм. Ну да, в трудную минуту никогда. И еще вот у меня понятие, я даже, как вам сказать, не зная человека, я всегда окажу это, дам руку или плечо, как говорится, помощи всегда. Ну, вас называют боевой, и в общем не зря, да, то есть вот это вот пулевая стрельба, автомат Калашникова, вот это вот стремление быть впереди, помогать. И расскажите вот эту историю, как вы в Якутск в первый раз приехали и заблудились в тайге. Я еще занималась спортивным ориентированием, мне тоже очень нравилось, да, искать, как говорится, вот карта, столик такой на тебя одетый, карта, и вот бегаешь по лесу, собираешь эти КПП, да. И вот я была уверена, что якутский лес и рижский лес ничем не отличается. Пошла я по грибы, вот, ну такая, знаете, уверенная, самоуверенная даже, да. Ну, вот это 82-й год, 18-летняя девочка, да, которая приехала в Якутск. И это, значит, зашла в лес, посмотрела так, запомнила и пошла. Как пошла, и думаю, что-то я уже не туда зарулила. Ну, я поняла, что я заблудилась. Но в панику я не бросалась, конечно, я выкинула ведро с этими с грибами. Все шла, и потом, знаете, начала лес все гуще. Уже какой-то бурелом пошел, какие-то болота полувысохшие. Вот. Ну и где-то через какое-то время, там через 1,5 суток, да, я вышла, как вам сказать, на Алас. Вот поляна такая, да. И потом только до меня дошло, что надо на небо посмотреть, где взлетают самолеты. Ну вот они же это как разряжают воздух, и вот эта полоса белая идет от самолета, да.
Вот лежала и смотрела на небо. Потом смотрю, полоса появилась, ну, расширяющая, да. И все, я поняла, что в той стороне аэропорт находится. Ну, вот, не Маганский, а Якутский. Ну, еще, наверное, суток, наверное, полтора, наверное, я шла вот в ту сторону, никуда не сворачиваю. И вышла я вот за Жатаем, одним словом. И там вот ехал тракторист, молодой парнишка. Я объяснила ситуацию. А что я вот в Якутске всего, там, ну, дней, наверное, 10 была, да? Я даже еще не знала, что есть, как говорится, поселок или деревня тогда назывался Жатай. Он мне говорит, вы в Жатае? Я говорю, ой, а как мне в Маган добраться, да? Но я ему объяснила ситуацию, что я, ну, заблудилась. Кушать хочу, вот, пить хочу. Ну, воду-то он мне дал попить. И он меня довез до 3-го ГОМа, в Марху. Ну, там я объяснила ситуацию, меня привезли в Маган. Ну, в общем, 3 суток в тайге в одиночку. Да, ага. Ну, Машкара хорошо меня поела. Что вы ели? Вот, знаете, брусники я наелась вдоволь за 3 дня, что, знаете, я собираю бруснику, но есть я ее больше уже не ем. Ну вот, ну просто я получила тоже немножко маленькую такую встряску, да. Но самое главное в таких ситуациях, конечно, не теряться, потому что паника – это ваш враг. Вот. Так что в любых ситуациях можно выйти всегда победителем. Потом я уже стала умнее. В лес, когда заходила, уже внимательно изучала, как зашла, как выйти. Сейчас я по лесу, знаете, очень хорошо ориентируюсь. Бойцы СВО на фронте вас стали называть мамой Мариной. Как вы? Ну, там и мама Марина, и тетя Марина, одним словом, и сыновья, и, как говорится, стали, и племянниками стали. Вот. Ну, конечно, они скучают, ребятки. Вот когда вот письма привозишь, там письма, там форму там им, да, вот они с таким увлечением читают эти письма детские, они сразу вспоминают, что свой родительский дом, родители, жену, детей. У них в блиндажах везде, где можно, наклеены эти рисунки, письма. Некоторые даже держат письма, как говорится, на грудном карманчике. Ну, как душу греет. И вот кто уже там с 22-го года, конечно, я их понимаю, это, как говорится, без семьи, без тепла, но все-таки наша республика самая первая сделала базы по районам, это как его, Украины, да, и это наши ребята, как говорится, не обделены вниманием. Наш Илдархан Айсан Сергеевич, конечно, насчет этого молодец. Каждый там вот на ИСЭХ, на Новый год, на 23 февраля всегда отправляются подарочные наборы. Там якутская, там балык, конина, там жеребятина, чаи. Так что душу греет солдатам то, что вот ихний тыл прикрывают волонтерские движения, и все-таки наш глава заботится о них. Это очень хорошо. То есть вы чувствуете вот важность, да, того, что вы делаете, чувствуете? Ну да, конечно. Нужность. Нужность. Тем более они когда с БЗ выходят, грязные, порванные, конечно, да, одежда. А тут им это доставляется, вот это, как его, обмундирование, питание, еда домашняя. И также вот в госпиталях, когда вот наши ребята лежат, сейчас же везде, во всех госпиталях помогаем. И вот это, когда к ним приезжаешь, там даешь продукты, там, даже вот в Москве, вот по спредстве, да, там Туяра Константинова, тоже, как говорится, волонтерством занимается. Да, это руководитель нашего филиала, да, и занимается тоже волонтерством. Самое интересное, даже вот когда Шамаев вот, ну, получил тяжелое ранение, да, вот, и он первое, что сказал, говорит, хочу супа домашнего якутского. Понимаете, в чем дело? Да? Они скучают по своей пище, потому что якутская пища, она очень калорийная. Пускай она будет, как вам сказать, не такая изысканная, да? Но зато она очень калорийная. Вот тот же айгос, тот же, вот, может быть, я неправильно скажу это слово, вот, суп с потрохами, но из меня, да? Из меня, ага. Из меня, ага. Вот, та же колбаса кровяная, хан. Хан. Да, очень даже. Мы сами колбасу эту делали с детьми. А вы это едите? Да, я якутскую пищу очень люблю. Я же проходила практику у Тарбахова Иннокентия Иннокентьевича.
У меня на втором курсе я взяла именно якутскую национальную кухню специально. Как вот чуяла, что ли, что вот будет, как говорится, СВО, и я там буду готовить. Якутскую национальную Да, вот, еду. Вот, но мне нравится пища. У меня дети едят очень хорошо, особенно вот строганина, индигирка, жеребячье мясо вот тоже настругаешь. Печень, ну печень только я жеребячую ем. Как-то я попробовала говяжью, мне не понравилось. А говяжью и не едят, Ну, вот, оленью едят. Вот оленью я не ела. Язык ела, вкусный очень, оленей. Ну, вот мясо мне нравится, оленина, жеребятина. Сахатина мне не понравилась. Давайте вот вернемся к президенту. Вы были доверенным лицом, присутствовали на инаугурации, ну и встреча была. Вот, вообще, какое у вас впечатление сложилось о президенте? Что-то вот можете чем-то таким поделиться? Ну вот, значит, когда мы прибыли, 2 недели обсервации полностью, да, были изолированы, друг друга не знали. Потом нас, когда уже мы все прошли, фейс-контроль и медкомиссию, как говорится, ну так, если взять, да. Вот, и нас допустили, в Новоогарево нас повезли, да. Там мы 3 часа просидели, познакомились с женщинами тоже. У кого-то сын погиб, у кого-то сын стал инвалидом, кто-то потерял без вести, да. Вот, а на то время у меня уже 2 находились на СВО. Вот. Средний он как кадровый военный, он, конечно, с первых дней там находился. Лешу по мобилизации призвали 16 сентября или 21 сентября. И это, значит, когда мы уже зашли в этот зал, вот, сидели, и вот тут уже, знаете, немножко как его стало напряженно, ну, все-таки президент. И это, я так наблюдала, дверей-то много, да, думаю, с какой двери-то он покажется, да. И он так стремительно вошел, ну, поздоровался. Так, знаете, вот по-простому, вот как будто, ну, друг семьи, так если взять, да? Вот так и разговаривал с нами. То есть очень просто держался, да? Да, просто, вот знаете, что не было. У меня вот, например, сразу я успокоилась, и, как говорится, нас никто не готовил. Все мы могли сказать то, что в душе накопилось. Ну вот вы тогда и подняли вопрос. Да, вот и тогда вот как раз уже на то время уже, ну, сын уже выписался это, с госпиталя Вишневского после тяжелого ранения, да. Ну, то есть от президента, получается, ощущение было как от чего-то хорошо знакомого, близкого, да? Да, когда вот у нас закончилась, да, беседа, мы друг другу, вот я, например, подошла к нему, я говорю, поблагодарила Владимира Владимировича, потому что я помню, что такое 90-е годы было, и когда вот он стал это президентом, да, он, правда, что из грязи хорошо Россию поднял. Те года я никогда не забуду, когда вот мы ели кашу молочную, да, манную, на воде и солью. Вот вроде бы работаешь, зарплата есть, но денег-то не дают. И поцеловались мы с ним. Вот, и руку пожали друг другу. Ну, такой, знаете, как вам сказать, вроде бы, как вам сказать, свой, ну, вот, да, близкий человек, да, а в глазах у него все равно это КГБ, как говорится. Взгляд такой, знаете, ну, немножко, как говорится, холодом отдают, да. Ну, вот. А так бы я бы сказала, нормальный мужик, одним словом. Ну и у нас остается буквально минута в преддверии Международного женского дня. Что бы вы пожелали всем женщинам республики? Ой, ну что я могу пожелать нашим женщинам? Конечно, самое главное – это здоровье. Будет здоровье, значит, будет все. Также хочу всех женщин поблагодарить, потому что все женщины откликнулись по зову сердца, помогают нашим ребятам, как говорится, на СВО. Хочу пожелать им, конечно, плодотворной работы, теплое, горячее сердце, в глазах, чтобы всегда светилось солнце, радость, чтобы не знали печали. Ну и побыстрее бы закончилось, конечно, СВО, чтобы матеря, жены дождались своих мужей, сыновей. А так всех с весенним праздником 8 марта. Спасибо большое. Пожалуйста. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.